Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей и мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках. И открывает наш концерт национальная песня «Таюк» в исполнении Бускаровой Сахаи. И Михаил Варламов. С праздником! Международный день музыки. Год официально отмечается во всем мире 1 сентября. Напомню, что решение об учреждении Международного дня музыки было принято в 1973 году. Произошло это в рамках 15-й Генеральной Ассамблеи Музыкального совета, проходившей в Лозанне. Члены данного совета 30 ноября 1974 года получили письмо с предложением о создании этого праздника. Его авторами стали председатель Международного музыкального совета сэр Иегуди Минухин и его заместитель Борис Ярустовский. Для вас сейчас исполнится романс «Хотел бы в единое слово» Петра Ильича Чайковского. Исполняет Эверстов Александр, концертмейстер Юлия Поделеча. Оно тебе в сердце лилось.
1975 года. Основными целями, которые ставили перед собой создатели данного праздника, были таковы: обмен опытом между культурами разных стран и распространение музыкального искусства. Вскоре данный праздник стал традиционным. В этот день музыканты исполняли всемирно известные произведения, являющиеся мировым культурным наследием. На сцену приглашается хор дирижеров, в исполнении прозвучит произведение Верни «Скет Канон». Концертмейстер Надежда Киселева. Арика Джуниор, деревенский оркестр. Еще раз аплодисменты. Это был хороший ход. В нашей стране Международный день музыки празднуется с 1996 года. Одним из инициаторов его учреждения в России стал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он оказал очень большое влияние на развитие мировой музыкальной культуры и обратился с письмом к международной общественности, желая обратить внимание общества на огромную роль музыки в нашей жизни. В 1996 году исполнилось 90 лет со дня рождения этого великого композитора. Тогда и было принято решение начать отмечать Международный день музыки. А сейчас в исполнении Дорофеева Константина прозвучит произведение Штепан Рак «Романс».
Он очень Встречаем. скромный, поэтому повстречайте его хорошенько. Похлопаем.
дней таких в году, в самом начале лета, когда играет нам в саду Соловушкина флейта. Пускай не видели певца, хотя кругом смотрели, но льются без конца Соловушкины трели. И каждый вечер при луне звучит напев чудесный, но вдруг замолкнут в тишине Соловушкины песни. Придется нам с тобой ждать до будущего лета, когда вернется к нам опять Соловушкина флейта. Но нам не придется сегодня ждать, так как сейчас для нас исполнит ансамбль флейтисток. Они же лауреаты международного конкурса в Праге. Исполнят произведение Иохима Андерсена «Скерцина». Концертмейстер Елена Живолун. Встречаем! Международный день музыки. Да, все-таки это праздник. Праздник для певцов и музыкантов, для композиторов, учителей музыки и преподавателей консерватории, студентов и учащихся музыкальных учебных заведений. Но его могут отмечать и просто все любители музыки. 1 октября весь мир живет только одной музыкой. Итак, Джордж Фина. Обработка Малинари. Шмелинные буги. Исполнит нам Пшенников Владислав. Концертмейстер Галина Архипова. Встречаем!
с древних времен сопровождает человека. Доказательством этому могут служить наскальные рисунки, обнаруженные в пещерах Африки. На них изображали людей, которые держат в руках нечто, очень напоминающее музыкальные инструменты. В настоящее время такие инструменты, конечно же, уже не существуют, поэтому тех мелодий нам никогда не услышать. Само слово «музыка» можно перевести с греческого как вид искусства, для которого художественным материалом является особым образом организованный во времени звук. Продолжает наш концерт попурри из якутских народных песен в исполнении ансамбля фольклорного отделения. Так было. Весна голубела, и женщина древних веков огонь разводила и пела под щелканье шустрых щеглов. Была у забавы синицы, подслушана дробная трель. Петь так же искусно, как птицы, заставили люди свирей.
Я понял из голоса ветра, где плещется берег волна, возникла та музыка щедро, что в залах концертных слышна. Уж с музыкой нам не проститься, а в том и ее красота, что в музыке ветер и птица, и волны, и женщина та. А у нашей Савиновой Аяны на душе весна, и ее крик выплескивается через песню «Я хочу влюбиться». Я хочу влюбиться, пролететь, остановиться, высоко и не разбиться, дать случайностям случиться, прочитать маршруты в лицах, побывать во всех столицах, дать возможностям открыться и вдохнуть мечты частицу, посмотреть, как сходит солнце сверху вниз за облаками, и проверить, что откуда, как могло быть это нами, посмотреть, как сходит солнце сверху вниз за облаками, и проверить, что откуда, как могло быть это нами. Я хочу влюбиться, пролететь, остановиться, будто сказочная птица, расстояние самолетов, и узнать получше, кто ты, и понять точнее, где ты, просчитав по жестам прочность и цену твоим ответам, посмотреть, как всходит солнце сверху вниз за облаками, и проверить, что откуда, как могло быть это нами, посмотреть, как сходит солнце сверху вниз за облаками, и проверить, что откуда, как могло быть это нами. Посмотреть, как всходит солнце сверху вниз за облаками, и проверить, что откуда, как могло быть это нами, посмотреть, как всходит солнце сверху вниз за облаками, и проверить, что откуда, как могло быть это нами. Итак, здравствуйте снова. Так будет лучше. И немного фактов. А знаете ли вы, что струнно-клавишный инструмент имел название английская шахматная доска? Как и шахматы, этот древний инструмент родился на Востоке. В Европу он был завезен в начале нашего тысячелетия. Его клавиши не были продолговатыми, а имели квадратную форму и черно-белую окраску. Современное пианино оснащено большим количеством струн. Первый струнный инструмент имел всего лишь одну струну, которую для извлечения звука цепляли крючком. Немного позже появились клавикорд и клавесин, в строении которых присутствовало несколько струн.
Все звуки на клавесине были одинаковой силы. А после итальянским мастером было создано фортепиано. Теперь сила звука начала зависеть от силы удара. Это единственный музыкальный инструмент, умеющий так разнообразно звучать. А сейчас приглашаем на сцену Сытник Екатерину с произведением «Итальянская песенка» из детского альбома Петра Ильича Чайковского. Встречаем! Каждый из нас имеет свои любимые мелодии, заставляющие нас плакать и радоваться, позволяющие задуматься о смысле жизни. Греческие философы считали даже, что музыка способна формировать характер человека. А сейчас приглашаем на сцену Ермолаеву Викторию с песней «I know where I've been». Встречаем! There's a crying, asking why our prettiest was up there. But I know around here there's a road we'll be traveling. Love so many of the way. Riches will be plenty. For the price we had to pay. There's a dream in the future. There's a struggle that we have yet to win. And there's pride in my heart, 'cause I know where I'm going. Yes, I do, 'cause I know where I've been. As a road will be traveled, love so many
the struggle that we have yet to win. As is pride in my heart, 'cause I know where I'm going. Yes, I do. 'Cause I know where I'll be. Yes, I do. 'Cause I know where I'll be. Where I'll be. Yeah. Спасибо. Шестиструнный чан на бедро положу, как устами вино, пальцем трону струну. И по грифу скользнув, как по ножке любимой, в мире звуков себя, захмелев, утоплю. На сцену приглашаем Ирину Чой с опьяняющим произведением Исаака Альбениса «Кадис». Встречаем.
И сегодня музыка способна будоражить наши чувства и оказывать сильнейшее влияние на наши эмоции. Музыка нам необходима, и она не стареет. Сегодня существует большое количество разнообразных музыкальных жанров. Ну и, например, нам на своем примере покажет чистоедов Семен «Rise like a Phoenix». Современный жанр. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Feeling from the mirror, no, that isn't me. Strand together nearer, we can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking round and adventures. Retribution, you were warm. Once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Go about your business, act your seat, you're free. No one could have witnessed what you did to me, 'cause you wouldn't know me today. And you have got your seed to believe. From the fading light of fire, rise like a phoenix out of the ashes, seeking round that vengeance. Retribution, you were warm. Once I'm transformed, once I'm reborn. I rise up to the sky. You threw me down, bus. I'm gonna fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking round that unvengeance. Retribution, you were warm. Once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my friend. Замечательное выступление, не правда ли? И был густой и странно гулкий зал, и звуки в нем разрозненно витали. Там мальчик неумело на рояле искал мотив и клавиши терзал. Мелодия ломалась и рвалась, она сама себя не узнавала. Всего полтонны ей не доставало, чтобы вернуть утраченную связь. И лист рябой кружился за стеклом и радовал бы формой идеальной, когда б забыть про цвет его прощальный, про мету расставания с теплом. И некая душа, томясь тоской, в своих потемках сумрачно плутала. Ей, кажется, полшага не хватало, чтобы обрести смирение и покой. Лукавая гармония сквозь мрак блистает нам, а в руки не дается. И вечно до нее нам остается лишь полутон, полмига, полушаг. И мы, за ускользающие из рук, бредем вслепую по своим спиралям. И мальчик за мучительным роялем глядит в окно, нащупывая звук. И сейчас
нам милославский Виктор нащупает звуки маленьких людей Эдварда Грика в произведении «Шествие гномов». Встречаем! Пожалуй, людей, абсолютно равнодушных к музыке, найдется совсем немного. Талантливым композиторам при помощи музыки удается выражать состояние своей души. Их имена навсегда вписаны в историю. А сейчас для вас прозвучит композиция, это даже, наверное, для студентов хорошо очень подойдет. Егоровой Анны, песня называется «Don't Cry, Baby». Встречаем! Олег Васильевич, пока не надо. Здравствуйте, товарищи студенты, здравствуйте, наши любимые преподаватели. А у нас сегодня радостное событие, но оно вчера произошло.
День рождения нашей заведующей фольклорным отделением, уже слова путаются, нашу обожаемую и любимую Маргариту Ивановну. С днем рождения вас, Маргарита Ивановна! Ариша, пожалуйста! Поздравляем! 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 Мы вас очень любим, вы всегда нам помогаете. Ладно. Спасибо. Don't cry, baby. Don't cry, baby. Dry your eyes and let's be sweethearts again. No, 'cause you know I didn't mean to ever treat you so mean. Come on, sweetheart, and let's try all again. No, don't cry, baby. Don't cry, baby. 'Cause you know, and let's be sweethearts again. Oh, 'cause you know I didn't mean to ever treat you so mean. Come on, sweetheart, oh baby, oh don't you cry, oh don't cry, baby, don't cry, baby. Dry your eyes and let's be sweethearts again. Oh yeah. Don't cry, baby. Oh, don't cry, baby. Спасибо огромное. С праздником вас всех! А теперь мне от вас потребуется просто, вся внимательность, которая у вас есть. Потому что небольшая викторинка такая будет. Услышьте, какой инструмент автора этого стихотворения услышал в осине. Итак, само стихотворение. «Березовая роща — это арфа, на ней играет набежавший ветер, простую незатейливую песню. К дороге подошедший перелесок, как парень растянул свою гармонь, широкую мелодию Руси. А лес сосновый — золотой орган, и музыка его почти что зрима. Она взлетает вверх с движением кроны, и вижу я в орешнике рожок, и слышу я в осине балалайку, и клен звенит, как бубен настоящий, и я теперь совсем не удивляюсь, как много музыкальных инструментов подметил у природы человек». Ну так, есть у кого догадки? Олег Боков нам подскажет ответ. Итак, звучит шуточно-плясовая пьеса «Эх, сыпь, Семен» в обработке Александра Шалова, концертмейстер Людмила Ускова. Встречаем!
обладает очень мощной энергетикой. Она помогает человеку познавать себя. Музыка является чудодейственным средством привлечения к добру и красоте. Побуждает в нас представление о возвышенном и величественном, является великолепным фоном для возникновения духовной общности. Музыка помогает людям справиться с болью и тоской. Она может улучшить настроение, стимулировать грусть и радость. Музыка является частью культуры и находится под влиянием всех остальных ее аспектов. В исполнении Дорофеева Константина прозвучит произведение Исаака Альбениса «Астурия». Встречаем!
Отличное произведение, спасибо, Костя. Наташа, что ты думаешь о музыке вообще? Твое вот мышление, что ты хочешь? Что ты можешь об этом сказать? Ну, музыка помогает жить. Угу. Интересно. Под музыку влюбляются. Ты даже так думаешь? Под музыку грустят. Ну да, согласен. А еще что? Музыка вдохновляет. Угу. Ну и вообще, по-моему, это лекарство от всех болезней. Музыка везде, повсюду. Ну да, я с тобой согласен. Это хорошая А точка. ты, Миша, что думаешь о музыке? Ну, у меня как-то, ну, знаешь, не так масштабно, может быть, но я думаю, что музыка, она расслабляет, под музыку веселятся, не знаю, ну, под музыку сосредотачиваются. А, Я вот- еще? Я, Что? бывает, иногда вот сидишь там много контрольных зададут, включаешь Баха и начинаешь, вот прям вот мысли сами летят. Интересно, нужно будет попробовать. Попробуй. Прям ХТК с самой первой части. Ну вот именно оттуда и начни. Да и вообще, она музыка, она же повсюду. Вот тут шумят, тоже музыка, шумовые эффекты. Ну да, без музыки жизнь непредставима. Да я вообще не понимаю, как ее можно представить. Ведь сколько в ней направлений-то, Да, сколько языков. а сколько в ней культур и особенностей. Это же подумать только. Ну да, я соглашусь с тобой. Музыка очень разнообразна. Просто на музыку, ну, не хватает слов. Ну, не может хватить слов, чтобы охватить ее полностью. Да, Нергон? Нергон поддерживает. Наши рабочие сцены с нами согласны. Сейчас в исполнении старшего хора педагогической практики прозвучит произведение Якова Дубравина «Рояль». И они также исполнят русскую народную песню в обработке Августиной «Венок». Хормейстер Людмила Шумилова, концертмейстер Надежда Киселева. Поприветствуем. Приветствую.
понимаете, концерт наш подошел к концу. Ну и заключительное слово хотел бы я сказать, что каждый находит в музыке что-то свое. Она настолько широка и обширна. Любите музыку Создавайте музыку. и помните, Без музыки жизнь была бы ошибкой. До новых встреч! Всего доброго!